«Олюф» или «Красавица Хадича» о сыщике Шубине был напечатан в Казани в 1887 году, за год до издания легендарного Шерлока Холмса Конан Дойля. И вот что еще поражает, автору в ту пору было всего 17 лет. Захир Бегиев. «Красавица Хадича». Год первого издания книги 1887. Город Казань. Вольный перевод с татарского Раф Гази. Утром около 10 часов возле одной из самых известных в Казани гостиниц собралась большая толпа зевак. Народ шумел. Что тут происходит? Что случилось? Что? Сегодня здесь какую-то приезжую женщину убили. Ничего себе! И кто убил? Убийцу поймали? Это еще неизвестно. Ждем приезда полиции и судебных следователей. Следователь, возможно, и найдет убийцу. В толпе продолжали обсуждать случившееся. Минут через 5-10 послышались голоса. «Едут! Едут!» Прибыли полицейские с судебными следователями. Сойдя с повозки, они направились прямиком в гостиницу. Зеваки тоже ринулись было вслед за ними, однако их не пустили. Но интересно, а чем они в это время были заняты? «В каком номере находится убитая женщина?» – спросил один из следователей. Хозяин гостиницы, некто Габдуллин, ответил: «В 11 номере». Полицейские вместе с Габдуллиным, поднявшись на второй этаж отеля, открыли дверь 11 номера и вошли внутрь. Это был двухместный номер. На улицу выходило 3 окна. Окна были утеплены двойными рамами. Внутри стояли 2 стола, 4 стула, 2 кресла, диван и кровать. На полу в середине комнаты лежал труп убитый. В окровавленной голове зияла рана, пробитая, похоже, пулей. Возраст женщины не более 22-23 лет, на вид очень красивая. Судебный следователь, повернувшись к хозяину гостиницы, спросил: «С какого времени она здесь проживала?» «С пятницы», — ответил Габдуллин. «Как ее зовут?» «Залиха», — сказал хозяин. «Кто первым обнаружил труп?» — спросил следователь. «Горничная», — ответил хозяин. «Приведите ее сюда». Через пару минут горничная была доставлена. На вопрос следователя: «Как и когда вы узнали об убийстве?», девушка, запинаясь, рассказала следующее: «С утра я занималась своим обычным делом. Иду по этажу. Вдруг вижу, дверь наполовину открыта. Думаю, нет ли у нашей гости какой просьбы? Дай, думаю, зайду». Войдя в номер и увидев ее в таком состоянии, я насмерть перепугалась. Даже не помню, как выскочила в коридор. Выслушав горничную, следователи принялись осматривать комнату. Обнаружив в дверном замке ключ, сильно удивились. Странный человек этот убийца. Уходя, забыл запереть дверь на замок, даже оставил ее полуоткрытой. Если бы он запер дверь, то труп женщины нашли бы позднее, и у него было бы больше времени для того, чтобы скрыться с места преступления. «А может, женщина покончила жизнь самоубийством?» – предположил один из следователей. Другой возразил: «Нет, не думаю, что это самоубийство. Если бы она сама себя убила, рядом с ней нашли бы револьвер и посмертную записку». Предположение показалось разумным. «Да, похоже, вы правы». Затем на допрос был вызван швейцар гостиницы. «Вчера вечером кто-нибудь приходил к убитой?» «Да, у него был мужчина», — сказал швейцар. «Когда он пришел и когда ушел?» «Вечером часов 8 пришел и ночью 12 ушел», — ответил швейцар.
Откуда такая точность? Вы уверены, что было ровно 12? Удивился следователь. Да, я хорошо помню. Вечерний гость, проходя мимо меня, дал мне 3 копейки чаевых и спросил, который час. Посмотрев на часы, я ответил 12. Стало понятно, что смерть молодой женщины наступила от 8 до 12 часов ночи. А как он выглядел, вы можете описать? Может быть, у него были какие-то особые приметы. Швейцар описал. Стройный, высокий, белолицый, с небольшой желтоватой бородкой. Допросив швейцара, следователи начали осматривать вещи, найденные в номере. Среди них были, и это важно, мужские перчатки, но только на левую руку. Правой не нашлось. Разумеется, это была перчатка убийцы. Видимо, он ее случайно обронил. Во-вторых, между оконными рамами был найден разорванный рисунок, портрет мужчины. Хотя он был разорван в клочья, но, сложив мелкие кусочки воедино, можно было понять, что за человек изображен на рисунке. Беря во внимание также показания швейцара, становилось очевидным, что это портрет именно того человека, который провел вчерашний вечер спокойной Залихой. В-третьих, в номере было найдено письмо. Хозяин отеля, оказывается, знал почерк убитой девушки, и он предположил, что письмо написано ее рукой. Почтенному читателю, наверное, очень хочется узнать содержание письма. Надеюсь, что это не нарушит стройность нашего повествования, и приведу его перевод. Погибшая женщина, хотя и была мусульманкой, но по-татарски не писала. Письмо было написано по-русски. Передаем искренний сердечный привет благонравному джигиту господину Мусе. Просим проявить великодушие и явиться сегодня вечером в 8 часов в гостиницу Габдуллина в 11 номер. 2 марта. Следователи, прочитав письмо, выдвинули версию, что оно адресовано тому самому человеку, который прошлым вечером приходил в гостиницу к покойной. В письме указывалось число. Именно в этот день была убита Залиха. День убийства совпадал с днем написания письма. Следователи также узнали, что спутника покойной звали Муса. Других вещественных доказательств, кроме приведенных выше, в номере обнаружено не было. В ходе следствия были установлены имя и внешность предполагаемого убийцы, осталось лишь найти его. Что он за человек? Гадая об этом, следователи покинули отель. Народ, собравшийся возле гостиницы, так и не удовлетворив своего любопытства, тоже разошелся. На следующий день тело усопшей Залихи было предано земле согласно мусульманского обряда.